Всем доброго вечера. Вечер 6 июня. День сегодня прошел без особого напряга. Утром закинули продольники, днем после обеда немножко поковырялись, выкорчевывали столбы из-под старого сарая, почистили немножко территорию, принесли воды для поливки. В общем, все немножко. Прибираемся на летней кухне, вытащили ящики из-под рассады картофеля. В общем, потихоньку, а день подошел к концу, и наступило время вечерней проверки. Коротко о природе. Наконец-то наступило опять лето, дожди прошли, после сегодняшних заморозков ночных потеплело, и все хорошо. В общем, косить траву пока не начали. Сегодня вечером приедет Ромка, завтра с удвоенной силой попробуем выкосить всю траву, которая вот успела вырасти уже за 5 дней, выше колена, уже растет не по дням, а по часам, на глазах поднимается. И, конечно же, надо будет выкосить борщевик. Ну а пока поехали на первую проверку наших продольников. Посмотрим, что они дадут. Парочку кадров с моего второго дома, который расположен на берегу реки Печоры, вот на таком прекрасном месте, на Дзен-канале, не на Дзен премиум, а просто на Дзен. Коротко каждый день вечером пишу вкратце о прожитом дне. В общем, высаживаю потихонечку кустарники. Вчера посадил 2 сливки, позавчера черную смородину, там вишня. Все это будет, трава скошена завтра, скорее всего. И вот, конечно, не могу не уделить внимания моей красоте. Вот такая вот красота. Высадил в прошлый год клумбы, и вот они так вот радуют глаз. Обалденная красота. Все это тоже будем пропалывать. Сделаем все красиво. И, возможно, на следующий год нашего тюльпанового полку прибудет. Вот такие вот бархатистые тюльпанчики уже отцветают. Вот такие вот красивые тюльпаны, всякие разные. Красота, аж душа радуется. Ну и, конечно же, сам вид, вот такой красивый вид открывается с нашего дома. Это видно нашу реку, на нашу матушку Печору. Погода прелесть. Волны сегодня нет, ветра нет. Так что я думаю, с проверочкой справимся мы быстро. Так, что у нас по воде? А по воде мы видим, что она продолжает стремительно падать. За сутки упала вон насколько. Смотрите, вот. А в обед мы когда приехали, помните, да? Наша вот эта палка была здесь. Теперь она вот где. Давайте отметку сделаем. Проверим. И по приезду посмотрим, насколько упала вода. Погнали. Очень быстро падает вода. Посмотрим. Такого быстрого стремительного спада тоже как бы не надо, потому что сезон продольников будет очень коротким. Потеплело, и комаря сразу стало километр. Быстрее бы зима. Шутка, конечно. Всему свое время. Давненько уже нас комары не кусали. Можно и потерпеть. А сейчас мы от вас убежим.
Вот так. Как-то вот так. Приготовим ведра. Все готово. Поехали. Вечерняя проверка. Натяжку вижу. Вижу. Опа, хорошая натяжка. Хорошая. Вижу язя. И там еще 2 язя как минимум. Там еще 2 язя как минимум дергают. Хорошо дергают. Ну, так. Вот он, один поблизости. Так видно, надеюсь, да? Раз. Второй. И там где-то 3-й был. Вот он 3-й. Там еще один есть. 4-й. Тихо, будь. Успокойся, ты где-то там. Так, это у нас 3-й. 3-й. И где-то там еще идет 4-й. Вот он. Опа! 4-й ушел. Хорошенький кабанчик был. Но он был не мой. Ушел. Обещал вернуться. Ой, здесь губа слабая. Если попадает за губу, а дури много, дергается и срывается. О, мужики сеточники проверили сетки, выезжают. Ладно, наживляем, отпускаем. Так, здесь у нас тоже натяжечка есть. Так, вижу язя. Подвязка. Вижу подвязка, хотел я сказать. И еще что-то там не крупное. Нет. Хороший. Хорошенький. Хорошенький язёк. Печорский язь. Может быть, на Оби где-то это подвязок. Но на Печоре это добротный, хороший язь. Все, что больше полкило, это уже язя. Как-то вот так. Так, здесь у нас тоже натяжечка есть. Это хорошо.
Вот такая добренькая натяжечка. Или крупный, или их двое. Один здесь, и там еще один идет. Бляха, второй ушел. Да что ты ляжешь будешь делать? Никак не хочет лезть в сачок. Куда ты денешься, если ты мой? Один сход, два язя на месте. Когда солнечная погода, видит сачок, дергаются как дикие и рвут себе губу. Если зацепился за мягкие ткани куда-то, то легко рвется. Ну, уходят те, которые не мои. Что мои, по-любому останутся. Так что, как-то вот так. Уже красиво. И как всегда, последний крючок работает. Самый уловистый — это последний крючок. Так что не надо вешать никаких веток, палок, парусов. Они сами себя натягивают. Зацеп, что ли? Или зацеп об кусты, или засыпало. Так, натяжка есть. Это уже хорошо. Хорошенькая натяжка. Так. Раз. Один наш. Один наш. Один наш. Опа, опять увидел сачок. Но он наш. У него был шанс убежать, но он не убежал. Значит, наш. Два язя. О, одержался ты еле-еле. Два язика. Ну, неплохо. Тем более вот такие вот хорошисты, вон, красавицы. Неплохо. О, этот капитально. О. Вот Янцикадан, улов растет. А дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Едем к следующему. Так. Натяжка есть. Уже хорошо. Вот он, вот он. Вот он, красавелла. Раз. И там еще один идет. Японский городовой. Раз. На последнем крючке. Подъязок.
Консервный размер. Скоро все дела сельхоз закончим и будем заниматься изготовлением консервов. И, конечно же, приготовим консервы для наших бойцов, как обычно. Давненько уже не отправляли. И отправим. Кто бы что ни писал, всякие гадости, пишите, что хотите. Чем сможем, тем поможем. Так, не понял. Что-то дергает здесь, прямо здесь. Прямо здесь, прямо здесь, прямо здесь. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Он что-то хорошенькое дергает. Все, уже не дергает. Уже ушло. Даже не увидел, кто это был. Но дергало хорошо. Скорее всего, это был крупный язь. Хитер. Бобер. Подставил, главное, мелкого вперед себя. Пока с ним вошкался, он, видишь, где-то аж туда дергался. Тук-тук. Хорошенький, видать, был. Сам свинтил. Ну, если слабо зацеплен, он так и так бы ушел, когда поднимать начал. Значит, был не мой. Воронье, суки, летают в поисках яиц, наверное. Потому что тут вот остров, здесь озеро. И здесь очень много уток гнездится везде там. Утки, чайки. И вот воронье шныряет, блин. Раньше при Советском Союзе за ворону давали, за пару лапок, вороньих лапок давали или 2 патрона, или, не помню, 50 копеек, что ли. На что можно было 2 патрона купить. И ворон стреляли, истребляли, как волков. Сейчас никто этим не занимается, и расплодились кучами, миллионами. Летают, уничтожают кладки яиц и все такое. От этого воронья точно никакой пользы нет. Никакие они не санитары, это вредители. Опа. Здесь что-то тоже все намотано. Опа. Мой. Был мой. По-любому. Он все запутал. Сорвался, но уже в лодке. Вот такой вот красавчик. Чуть было не ушел. Все запутал вон. Вокруг основной лески. Вокруг основной веревки. Все запутал. Все запутал. Но на этот раз ему повезло поменьше. Течение здесь слабое и крутит как хочет. Ну, один тоже хорошо. Так, что-то небольшое есть.
Да. Или что? В конце самом. Язёк, скорее всего. Что? Дадим ему шанс, которым он не воспользовался. Бывает иногда без сака поднять проще, чем с очком. Особенно при солнечной погоде. Он от сака уходит туда-сюда, пару раз дернется и уходит. А так, если хорошо зацепился, ну, не знаешь, когда как. Бывает и не дергается, начинаешь поднимать, он под весом рвет губу. А с очком бы он не ушел. Тут не угадаешь, как лучше. Ну, когда нет солнца, лучше, конечно, с очком. Ну вот и подъезжаем к последнему продольнику. Крайнему. Глубины здесь еще хватает. Ну, вода падает. И скоро будет нормально. Не знаю, будет, не будет еще прибывать. Но так, с одной стороны, так быстро тоже падать не очень хорошо. Ну и последний продольник у нас, походу, пустой. Совсем пустой. Червяков погрызли. И никого. Ну ладненько. И на том спасибо. А на том это на чем? А на том это вот столько рыбы мы поймали. Треть двадцатки. Ну, килограмм это 6, может быть 7. Неплохо для первого раза. Отлично. Отличная погода. Вон. По кустам даже видно, насколько упала вода. Около метра за день упала. Сверху зеленые листочки. Снизу, где листочков нет, там была вода. Вода падает стремительно. Скоро здесь откроется берег. И мы потихоньку будем уже выносить продольники на середину. Вот там вижу, берег появился. Тоже его не было. Все было под водой. Вот наша деревня. Самая красивая в мире. Самая лучшая. Каждый кулик хвалит свое болото. Ну, не знаю. Лучше моей деревни лично для меня нет ничего. Как говорится, где родился, там и пригодился. Ну, на сегодня все. Встречаемся завтра на утренней проверке. До новых встреч на канале Кумир Рыбак. Кто-то плывет. Норка леандатра. Вот она, вот она.
Вода упала. Еще на пару сантиметров, пока проверяли. Завтра, наверное, наша лодка утром будет на суше опять.